Каждый год в третье воскресенье после праздника Троицы из храма святых царственных страстотерпцев в поселке Первомайский Алатырского муниципального округа отправляется многочисленный крестный ход. Впереди несут икону новомучеников и исповедников в земле чувашской просиявших. Это люди, пострадавшие за Христа в годы гонений в 20 веке. Крестный ход идет к месту, которое называют Чувашским Бутовом. От храма до него около 2 километров. Здесь ежегодно совершается соборное богослужение. В поселке Первомайский в 30-е и 50-е годы прошлого века была исправительно-трудовая колония, в которой в большом количестве содержались те, кто открыто исповедовал веру и не отказался от нее под угрозой смерти и мучений. Скорбное место, да, здесь все как бы пропитано кровью. Если вот строили дорогу здесь, не знали, что там это захоронение, и находили черепа, кости человеческие, вот, братские могилы. Кладбище, на котором хоронили узников колонии, на погост совсем не похоже. Здесь нет ни оград, ни крестов, ни холмиков. Просто место в лесу. Сейчас через него проходит автомобильное шоссе. Оно делит кладбище на 2 части. В одной из них построен мемориал, в другой – поляна, на которую тоже надо пойти поклониться. Где-то здесь, под ногами паломников, покоятся святые. Последние игумени Чебоксарского Спасо-Преображенского женского монастыря, преподобная мученица Тамара Сатси, преподобный мученик Игнатий Лебедев, священномученики Дмитрий Воскресенский и Михаил Самсонов. Найти их останки практически невозможно, но существует духовная связь, и она заставляет верующих снова и снова возвращаться на эту землю. Чтобы это почувствовать, зависит от того, с чем ты пришел. Если ты пришел действительно помолиться и молишься, не отвлекаясь ни на что, то да, конечно. Я думаю, любой человек почувствует. Радуйтесь и веселитесь, яком за вашем Эти слова, евангельские заповеди, наполняются здесь особым смыслом. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Уже более 10 лет в этот день вся полнота Православной Церкви Чувашии собирается в поселке Первомайский. Молятся вместе 3 архиерея Чувашской митрополии: митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, епископ Алатырский и Порецкий Федор, епископ Канашский и Беловожский Стефан. Впервые литургию здесь совершили 10 лет назад. Тогда ее возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
сын и внук исповедников, он не сразу решился на то, чтобы благословить богослужение на этой поляне в лесу. Отец Василий, который возглавлял в то время епархиальную комиссию по канонизации святых, на всю жизнь запомнил, как началась та первая литургия. Вспоминая, когда он первый раз сюда приехали, он вышел из машины и поклоны и целовал земли. Земли, как питанные именно кровью новомучеников и исповедников земли Чувашки. Не только земли Чувашки, потому что здесь и представители из московского духовенства, да, например, преподобного мученика Игнатий Лебедев, да, были другие епископы, были священномученики. Действительно, это удивительное место на самом деле. Вот. Список новомучеников и исповедников российских, святых, пострадавших за веру в XX веке, возглавляет патриарх Тихон Белавин. Православная Москва хранила его в 1925 году. Церемония прощания длилась 5 дней. К гробу приходили тысячи людей. Среди них был и художник Павел Корин. Верующий человек, он увидел в этих похоронах последний парад православной церкви. Потрясение было столь велико, что художник задумал написать огромную картину. Первоначально он назвал ее «Реквием», а потом поменял на «Русь уходящую». 34 года Павел Корин работал над своей идеей, но картину в итоге не написал. Однако он оставил потомкам 29 огромных портретов. Среди его героев и пострадавшие за веру. Один из них покоится здесь, в Чувашском Бутово. Схимонах Агафон, преподобно-мученик Игнатий Лебедев, в 2000 году причисленный Русской Православной Церковью к лику святых. Это был один из самых ярких светильников веры в православной Москве в конце 20-х, начале 30-х годов. Духовник Высокопетровского монастыря. Его духовными чадами к моменту ареста были почти 400 человек. Он страдал болезнью Паркинсона, практически не мог обслуживать себя, когда попал в бараки исправительной колонии. Но вера его была нерушима. Фактически из ада он писал своим духовным чадам: «С Богом везде хорошо, и на Фаворе, и на Голгофе». В этот день в Первомайском поминают всех, кто пострадал на этой земле. Поэтому сюда едут родственники репрессированных. Многие приезжают целыми семьями. Святая память объединяет родных людей. Здесь лежит у нас дедушка по отцу, Никитин Александр. Тот В 1942 году умер. из деревни Яндашева Марпасадского района. И дома осталась у него жена и 7 детей. И потом раскулачивали этот дом, хозяйство 2 раза. Бабушка одна вырастила. Потом он здесь же умер в тюрьме. Православная церковь вспоминает тех, кто не в лике святых, но тоже стоял за веру в те тяжелые годы. Из тех, которых мы знаем, живых людей, уже их практически нету, которые вкусили по-настоящему гонения, отец Аркадий и отец Иоанн Рузавин. Еще, конечно же, мои родители, мой отец. Вот, безусловно, митрополит Варнава. А еще мы помним владыку Вениамина Новицкого, который прошел через ссылки, который потерял в сибирском климате, потерял все волосы, заработал себе паралич шейных мышц, так что голову он держать не мог, на шее голова была постоянно склоненной. Вот этих людей, конечно же, мы застали, помним. В Чувашском Бутово лежат многие сотни человек.
Установлены имена 134 пострадавших за веру. Среди них 66 священных церковнослужителей, 34 монаха, монахинь и послушников монастырей. А есть еще и старосты храмов, и просто православные миряне. У всех этих людей в личных делах, находящихся в архивах, содержится свидетельство о том, что они были осуждены за свои религиозные убеждения. Помолиться на этой литургии приезжают потомки святых, паломники со всех концов Чувашии и других регионов России, чтобы ощутить не скорбь, а благодать общей молитвы, которая объединяет всех, и тех, кто на земле, и тех, кто у Бога. Это место скорбное и место величия одновременно. И, конечно, очень хочется, чтобы подрастающее поколение не просто слышали, но видели, чувствовали и понимали, что здесь ходить нужно осторожно, потому что мы ходим по предкам, по тем, кто сохранил нашу веру. Юных на литургии в Первомайском много. Чего стоит только этот сводный хор? В нем сплошь молодые лица и молодые голоса. Поют не только певчие из Чувашской митрополии. Стоит здесь, например, и хор воскресной школы Никольского кафедрального собора города Ордатова, Мордовии. Для молодых это служба и опыт, и радость, и благодать. А главное, конечно, ощущение причастности к торжеству православия. Архиерейская служба, она длится очень долго, а еще тут 3 архиерея. 3 часа, 3,5, но ты это время не ощущаешь. Ближе к природе, очень хорошо себя чувствуешь. Ближе к природе, значит, ближе к Богу. Вот. Очень легко было на самом деле, молитвенно, соборность чувствуется. Это дорогого стоит. Солнце светит, душа радуется. Здесь, знаете, вот хочешь не хочешь, вот все открывается, все вот плохое забывается, вот как-то вот жить хочется. Русь православная никуда не делась. Исповедники и новомученики передали потомкам крепость своей веры. Может, потому и не написалась картина Павла Корина о Руси уходящей.